Владимир Вольфович, здравствуйте. Как вы считаете, к чему может привести силовая операция в Славянске? И как может или как должна Россия реагировать на сегодняшние события на юго-востоке Украины? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. То, что они предупреждали, в принципе, говорили, это началось. Была информация, что в ночь на 2 мая начнется операция. Это в чистом виде карательная операция, поскольку регулярные вооруженные силы Украины при поддержке специальных батальонов людей, сформированных из ультраправых радикалов, начали наступление на города. Это даже нельзя назвать гражданской войной, потому что в Испании там была официальная армия, подчиненная Мадриду, и мятежный генерал Франко привел свои войска из Африки, из Марокко. Но здесь абсолютно мирные граждане. Они даже слабее, чем партизанский отряд. В партизанские отряды уходят люди, которые участвовали в войне и умеют воевать. А здесь просто рабочие, шахтеры, там, электрики, сантехники, и у них нету никаких специальных средств для обороны. Поэтому это чудовищно, когда киевская власть, и это не украинская власть, а именно киевская хунта, они бросают армию против своих же граждан. Это чудовищно. И командовать поручили Наливайченко, потому что Аваков Арсен Баширович более добрый человек, более спокойный. Ему стыдно, так сказать, проливать кровь граждан Украины. Наливайченко более такой жесткий и отвратительный человек. И сейчас, когда авиация бомбит, когда вертолеты сбрасывают десанты, есть уже раненые, убитые с обеих сторон, я считаю, что Россия должна принять самые жесткие меры, адекватные меры, ответные меры. Мы обязаны защитить граждан Юго-Востока Украины, ибо они об этом нас просят. И на территории России находится законный президент Украины. Он тоже об этом просит. Поэтому нельзя, значит, оставлять один на один мирных граждан, в данном случае город Славянск, ведь они не остановятся. Если им удастся захватить Славянск, они будут двигаться дальше. Будут двигаться и на Донецк, на все другие города Донецкой области, и до Луганска попытаются дойти. И будет огромное количество жертв. Поэтому Россия может помочь. У нее есть возможности нейтрализовать авиацию украинской армии, чтобы не было никаких налетов сверху, заблокировать связь воинских подразделений и других, которые поддерживают связь между собой. Ведь город Славянск блокирован полностью. Ведь не только опасность военная, что они ворвутся в город и будут убивать его защитников, но и опасность блокировки заключается в том, что невозможно проводить питание, оказывать медицинскую помощь. То есть они устраивают маленький Ленинград. Но это устроила нам ленинградскую блокаду фашистская Германия. Они прямо сказали, Ярош и его боевики из правого сектора, что они устроят нам Сталинград. Знаете, скоро 22 июня нападение фашистской Германии на Россию, на Советский Союз. А вот здесь рядом с нами, с Ростовской областью, идет нападение украинских нацистов на граждан России, которые очень хотят и стать гражданами России, в любом случае быть гражданами независимой Донецкой республики. Поэтому есть возможность оказать помощь. Я лично сам направлю свой джип «Тигр», который в свободной продаже его нету. Это был подарок мне на 60-летие. Я направлю его защитникам Славянска, Донецка, Луганска, потому что мне он не нужен кататься, что мне по полям, по болотам, а он готов для того, чтобы там могли быть люди, которые ведут оборону. Там есть все необходимые приспособления, чтобы использовать его для спецопераций. Поэтому мы можем направить советников, экспертов, консультантов, какое-то военное снаряжение, оборудование. И это все может помочь. И в конечном итоге у главы государства есть разрешение, согласие, вернее, Верхней Палаты Совета Федерации на использование вооруженных сил за пределами Российской Федерации. Это самый подходящий случай, поскольку идет убийство мирных граждан, в основном это русские люди. И это наши не просто соотечественники, которые живут и в Австралии, в Канаде, в США. Это граждане, которые
хотят быть вместе с Россией или хотят быть русскими, говорить по-русски и иметь такие же права, как все европейцы. Но их лишили всех прав. Они не могут избрать своих руководителей на местах, они не могут использовать свой родной язык, следовать своей культуре. И в этом смысле это ущемление продолжается уже 23 года. Они в худших условиях находятся. Их третируют, но самое страшное, против них, граждан Донбасса, а в перспективе всех городов Юго-Востока, больших и малых, брошена украинская армия. Этого не было последние 100 лет ни в одной европейской стране. Даже НАТО, которая бомбила Югославию незаконно, это были только бомбардировки. Ни один солдат НАТО не вступил на территорию Югославии тогда, в том 99 году. А сегодня армия по всем своем, так сказать, снаряжении, это и БТР, и вертолеты, и танки, и подготовленные специалисты, и они врываются в город Славянск. Сейчас там идут бои, захватывают уже телецентр. То есть будет специальная пропаганда, которая будет воздействовать отрицательно на жителей. И здесь могли бы помочь. У нас достаточно средств спецпропаганды. И я думаю, что наше южное направление, Ростов, столица нашего военного округа, это совсем рядом. Это прямая граница с Донецкой областью, а Славянск находится как раз в центре Донецкой области. Я думаю, что есть все возможности у нашего руководства. И от имени фракции ЛДПР в Государственной Думе я требую руководства страны принять своевременные, эффективные меры по защите наших граждан. Нельзя медлить, потому что каждый час промедления – это, возможно, дополнительная гибель людей и ранение людей. А самое главное, мы вгоняем в стрессовое состояние миллионы граждан Юго-Востока Украины. Они боятся карателей, потому что это вооруженные, обнаглевшие, подготовленные люди, которые будут убивать. Это хуже, чем немцы. Немцы во время Гитлера, они устраивали облавы против мирного населения. Но это были оккупированные города фашистской Германии. А здесь получается то, что не было никогда в жизни, еще в истории Европы. Чтобы официальные вооруженные силы вели настоящие бои, настоящие сражения с абсолютно мирными гражданами своей страны. Там же нет никаких войсковых подразделений, там нету ничего организованного в смысле армии. Это граждане защищают свои права, как и западные части Украины, где правый сектор тоже занимали здания административные, меняли власть и так далее. Поэтому здесь чудовищно, такого еще не было никогда, и мы требуем, чтобы руководство страны использовало согласие парламента, в данном случае Верхней Палаты, и использовать вооруженные силы страны в том качестве, в том формате, чтобы защитить, спасти граждан. Тем более, это рядом Ростовская область. Почему казаки наши медлят? Где они, так сказать? Не пора ли им оседлать лошадей? Ведь по Дону, эту песню поручик Голицын, помните? Горит под ногами Донская земля. Вот сейчас она горит. Донецк – это слово от слова «Дон». Там протекает Дон, и там идет пожар. Горят покрышки, но это символ, это призыв к соседним регионам, а это все казачество, Ростовская область там или, значит, Кубань рядом, чтобы прийти на помощь, защитить, спасти. На Руси истори поджигали снопы сеном или звон колоколов, или же вот такие в данном случае покрышки горят. Это призыв о помощи. И мы должны помочь обязательно. Мы готовы в этом плане свою какую-то часть сделать, но мы, гражданские политические партии, здесь главную помощь должны, конечно, оказать специальные подразделения российской армии и должны получить указания соответствующих командований, командующих. И я уверен, что сейчас идут заседания, так сказать, соответствующих штабов у нас в вооруженных силах, потому что мы должны спасти мирных граждан и прекратить этот террор, эти карательные операции, на которые не осмеливалось ни одно правительство в мире еще никогда. Сталкивались какие-то народы в Африке, племена, но это же родоплеменные отношения. Да, Владимир Вольфович.